В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Прекрасная Сунна. Подобные акции региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова проводятся регулярно не только по республике, но и за ее пределами. Региональный общественный фонд провел в 3 муниципалитетах благотворительную акцию. Бережем нервы, продлеваем жизнь. Уделяется большое внимание как раз по профилактике неврологических заболеваний. В Грозном состоялась региональная научно-практическая конференция «Неврологические чтения». Какие они? Современные методы и тактики лечения пациентов. Со спортом на «ты». В Чеченской Республике принимает участие порядка 70 человек. Представляем все 11 видов спорта. Команда приняла участие на фестивале культуры и спорта народов Юга России. Расскажем о результатах спортсменов. Заседание оперативного штаба по решению проблемных вопросов реализации социальной газификации под руководством председателя правительства Муслима Хучиева прошло в Грозном. Заслушав докладчиков и возникшие в ходе обсуждения спорные моменты, премьер-министр поручил взять под особый контроль 2 населенных пункта Итонкалинского муниципалитета – Бугарой и Гучумкали. Также в рамках мероприятия обсудили грядущий осенний призыв на обязательную военную службу, который начнется уже с октября. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную акцию добра. В 3 муниципалитетах раздали продовольственную помощь малоимущим семьям. Адам Магомедов расскажет, что входило в продуктовые наборы. 7000 кур и столько же бутылок лимонада было роздано в 3 районах Чеченской Республики малоимущим и нуждающимся семьям. Такую благотворительную акцию провел региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. أقا دكتور سالش بعمدشن أقول حلا ومهكذا تودي عوي قام إشت أوكرانيا حا دالوش بالوجه مصو وش من دال عاش بيشن دال ديا بيركتي ويل قيمة ديسنا ماشا خلتنا ليرب من شهر دوله كوي والحمد لله رب العالمين. Жители региона безмерно рады такой помощи и выражают благодарность руководителю благотворительного фонда Аймане Несиевне. لا مش ماش دي بارش وزندي ده صعب والهر وفتحي ايماني دق مال يحكي ده صعب ده قبل انسان ينقر وزندي شن دق مال يحكي من دي شن خيل مال يحكي هرساخ سخ قوتش تطون بحرادات جوهن وقلتن بالريز خلق لا قبل بنساعد وزندي مصلنا موصلش اسمال يلو دق يساعدني يحدورش الحمد لله بإذن الله شو دلوش بإذن الله إبا حق مش بلوش الحمد لله بإذن الله مستوى لقاء حق لقاء الحمد لله بإذن الله مستناش يجيك خارج سيرج بلوش وقالين بإذن الله رمضان تنانا تندع نروشن دار صادويتا. Помимо этого, организация передала нуждающимся жителям республики мясо крупнорогатого скота. Они уже не впервые получают подобную помощь от фонда. Для них это большая поддержка. ده قبل دين ساخيل شو هر وزن ديل هاي وزن ديل وقن ديل سون هر ياري تل دنيا شح شام يلي أخان وي أحمد حجينا
Милостыня является одним из методов поклонения Всевышнему, который способен принести большую пользу как в мире земном, так и в вечном, ведь за него полагается большая награда от Всевышнего. لم يجوا إيش كده إعلام ده أشكال شو تسيروا لهالو تسيروا شو هو هالو مخبوط قيمة تسمخه يتسكل لمش هو بعيولي لردبو it's مخل شو هو أروكي قيل أتوكي دالي ساعد هلا ساعد دزل شو Всего в 20 районах республики малоимущим и нуждающимся семьям раздали 70 голов мяса крупнорогатого скота. Подобные акции региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова проводятся регулярно не только по республике, но и за ее пределами. Адам Магомедов, Саиделий Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Неврологи, нейрохирурги и терапевты знакомились с современными методами и тактиками лечения пациентов с неврологическими заболеваниями. Более 200 специалистов объединила региональная научно-практическая конференция «Неврологические чтения». Лекции давали профессора ведущих медицинских вузов страны. Репортаж Натальи Депутатовой. Более 200 врачей, детские и взрослые неврологи, терапевты, анестезиологи и реаниматологи. Все эти специалисты из разных регионов страны уже традиционно собираются на научно-практическую конференцию в Грозном, прослушать лекции и поделиться опытом. Руководство региона традиционно уделяет большое внимание медицине. В республике открываются новые больницы, которые оснащены новейшим оборудованием. И, конечно, узкие специалисты постоянно проходят курсы по повышению квалификации в своих отраслях. Министерством здравоохранения Чеченской Республики уделяется большое внимание как раз по профилактике неврологических заболеваний, внедрению новых технологий в лечении таких пациентов. Сегодня приехали эксперты с ведущих учреждений города Москвы, ведущих наших образовательных организаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. За последние годы, благодаря главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, удалось добиться существенных успехов, снизить смертность от болезней системы кровообращения, неврологических заболеваний в республике, добиться увеличения средней продолжительности жизни. Сегодня она самая максимальная в Российской Федерации. Нам есть к чему стремиться. Организаторами этой встречи выступили Министерство здравоохранения Чеченской Республики и компания Е-конференция. Для врачей, а также для студентов медицинских вузов выступили специалисты по разным темам. Ежегодно, именно в осеннее время, в сентябре у нас проводится. Приглашаются лектора из разных федеральных центров Российской Федерации. Мы освещаем вопросы наиболее актуальные на сегодняшний день. На конференции присутствовали врачи Грозного, районных больниц и стационаров республики. Лекции проводили эксперты из ведущих медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. Были освещены важнейшие аспекты в сфере неврологии, а также инновационные методы лечения тех или иных заболеваний. Конференция посвящена достаточно многим аспектам, разным неврологическим заболеваниям, в том числе и группе неврологических заболеваний, таких как демиелинизирующие. Одно из важных непосредственно, потому что это затрагивает лиц молодого трудоспособного возраста. Это заболевание спектра оптика-дари миелит. И, к сожалению, до недавнего времени эта группа пациентов она была обездолена, не было препаратов, которые могли бы помочь, скажем так, законсервировать эту болезнь, чтобы люди могли продолжать жить дальше нормальной, полноценной жизнью. Сейчас уже регистрируются препараты, и вот как раз мы об этом сегодня говорим. Подобные встречи направлены на снижение заболеваний нервной системы в целом, а также на профилактику и своевременную правильную диагностику заболеваний, таких как нарушение мозгового кровообращения и инсультов. Наталья Депутатова, Магомед Басаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Официально 5 миллионов, а реальные показатели существенно выше и достигают порядка 10 миллионов человек. Такие цифры пациентов с сахарным диабетом приводит исследовательский институт эндокринологии. Россия занимает 5-е место в мире по числу людей с данным недугом. Для модернизации подходов к лечению заболевания запускается федеральная программа «Борьба с сахарным диабетом». Амина Тупилагова разбиралась в деталях проекта. Президент
Президент России Владимир Путин призвал правительство с 2023 года запустить масштабную программу по борьбе с диабетом. Глава государства отметил, что на сегодняшний день в стране официально болеют сахарным диабетом свыше 5 миллионов россиян. И данная статистика неумолимо растет. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое на данный момент, к сожалению, неизлечимо. Возникает оно в результате дефектов выработки инсулина, дефектов действия инсулина или обоих факторов. У данного диагноза есть ярко выраженная симптоматика. Как правило, наиболее часто встречающийся основной симптом, который предъявляют пациенты, это сухость во рту, повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, общая слабость, утомляемость, то есть вот эти вот моменты. Или, допустим, появилась какая-то ранка, царапина, допустим, порезали, да, и вот очень долго заживает все. Соответственно, конечно, это стоит задуматься о том, а не проверить ли кровь на уровень глюкозы. В первую очередь стоит обратиться к участковому терапевту. Если симптомы вызвали у него подозрения, то уже он направляет на углубленное обследование. Главным организационным, методическим и лечебно-консультативным центром по оказанию эндокринологической помощи населению региона является Республиканский эндокринологический диспансер. Дневной стационар, да, в диспансере нашем, он рассчитан на 50 коек. В основном лечение, да, проходит в 2 смены, с 1-2 смену. Пациенты приходят, да, госпитализируются, получают должное лечение. В первую очередь это, естественно, да, лечение сахарного диабета, подбор сахароснижающей терапии, при необходимости смена и коррекция терапии. А также лечение осложнения сахарного диабета. Это лечение у нас идет по неврологии, нефрологии, да, и хирургические тоже, если же есть некоторые сопутствующие заболевания, например, синдром диабетической стопы. Есть все необходимые специалисты для консультации этих пациентов. Это окулист, невролог, хирург, кардиолог, невролог. Также есть кабинет физиотерапии, где пациенты могут, да, каждый день проходить физиопроцедуры. Это непосредственно, да, в первую очередь лечение диабетической полинейропатии. Адам Бексултанов узнал о своем диагнозе в 2008 году. Совершенно случайно в санатории, куда он приехал на отдых, выявили повышенный уровень сахара. С тех пор мужчина внимательно следит за своим здоровьем и прилежно выполняет назначения врачей. Я здесь прохожу лечение, курс год 2 раза. Весной и осенью. Но в этом году задержался немного. Порядочный персонал. Очень сильные, хорошие врачи, медсестры, молодцы. Начало реализации федерального проекта по борьбе с диабетом в Чеченской Республике планируется с этого года и до 2025. Это позволит усилить раннее выявление и лечение заболевания. Приводится в соответствие структура нашего эндокринологического диспансера, организуется работа школ сахарного диабета в районах и поликлиниках города. На 2024 год предполагается закупка медицинского оборудования за счет средств федерального бюджета. Преимущественно это для кабинетов ретиноангиопатии, для кабинетов диабетической стопы. Это и аппараты для лабораторной диагностики глюкозы, уровня гликированного гемоглобина. Это и коагуляторы для коагуляции сетчатки при осложненных формах диабета. То есть перечень оборудования, который необходим в соответствии с порядками оказания, будет приобретаться. Что касается организации работы школ, предполагается обучение специалистов на центральных базах, тех работников, которые будут у нас при ЦРБ, при поликлиниках работать в профильных школах, они будут проходить обучение на самом высоком уровне. Это все делается для того, чтобы приблизить именно разъяснительную профилактическую работу с населением. Ситуация с сахарным диабетом с годами только ухудшается, ведь в статистику входят только официально зарегистрированные пациенты. А сколько тех, кто даже не догадывается, но является частью скрытой. Данный диагноз не приговор, но ответственность за успех лечения ложится не только на врачей, но и в большей степени на самих пациентов. Амина Тупилагова, Хусейн Мурдаханов, Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика.
Члены общественного совета проверили качество оказываемых государственных услуг информационным центром МВД по Чеченской Республике. Отделение предоставляет 5 услуг по линии информационно-справочных и архивных работ, среди которых справка о наличии или отсутствии судимости, является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических веществ или психотропных. Как отмечают представители ведомства, жители чаще всего пользуются порталом госуслуги, через который ведомство обратилось уже более 15 тысяч граждан. Также можно обратиться в пункте приема граждан информационного центра. Сотрудники оказывают посетителям всю необходимую консультативную помощь. Государственная услуга по выдаче справки о наличии отсутствия судимости в информационном центре оказывается с 2011 года. Это дата выхода первой редакции административного регламента. С тех пор регламенты претерпели ряд изменений. Актуальная информация по административным регламентам у нас выложена на официальном сайте МВД по Чеченской Республике в соответствующем разделе. Хотелось бы также обратить внимание граждан, которые обращаются за той или иной справкой, что справка, если гражданам необходима для вывоза за пределы Российской Федерации, то необходимо обратиться в личный прием, так как данная справка будет недействительна без проставления апостиля на этой справке. В соответствии с законодательством Российской Федерации официальные документы, которые подлежат вывозу за пределы Российской Федерации, подлежат именно проставлению вот этого апостиля, оказанию этой дополнительной государственной услуги. Организация ветеранов «Боевое братство» подготовила капсулу с землей по просьбе своих коллег из Беларуси. Командир 2-й партизанской бригады особого назначения Сергей Каплун был похоронен на центральном кладбище Грозного. Местонахождение могилы установил поисковый отряд «Последний рубеж» при поддержке общественной организации «Наш дом. Город Грозный» в рамках всероссийской патриотической акции «Я вернулся, мама». Сохранение памяти о воинах Отечественной войны. Это, как говорится, наш долг, священный долг, я скажу. Чтобы подрастающее поколение знало своих героев, откуда они, на кого должны равняться. Футбол, баскетбол, дзюдо, а в целом 11 видов спорта. В Ставрополе прошел фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Спортсмены из Чеченской Республики приняли активное участие и из 16 команд заняли 2-е место. Амина Тупилагова продолжит тему. В 14-й раз состоялось одно из самых ожидаемых событий на юге России – фестиваль культуры и спорта «Кавказские игры-2023». На официальное открытие приехал полномочный представитель президента страны в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Фестиваль проводится с 2010 года и каждый раз проходит в атмосфере дружбы, взаимопонимания и, конечно, высокого интереса со стороны зрителей и участников. Сегодня на фестивале собрались команды из 16 регионов России. Впервые представлены Луганской и Донецкой народной республики. С учетом своего масштаба мероприятие имеет большое значение как для развития массового спорта, так и для популяризации отечественной культуры на всем юге России. Официальное открытие было ознаменовано пронесением факела по территории стадиона почетным гражданином Ставрополя Игорем Лавровым. Игорь Лавров! У фестиваля насыщенная и разнообразная программа, и началась она с культурной части. В первую очередь все делегации СКФО Юга России и новоприсоединенных 4 регионов представили свои подворья. Гостей знакомили с бытом, традициями, кухней. Участники фестиваля представили изделия народных промыслов, художественные произведения, посуду и орудия. Также следует, так скажем, заострить внимание вот на такой вот сабле под цифрой 6. Она у нас называется как терс меймл, в переводе означает как рев обезьяны. И по многочисленным сведениям, клинок сам, он был достаточно настолько упругий, плотный, что его можно было обогнуть, и он даже не ломался. Можно смело сказать, что Чеченская Республика была в самом центре внимания. Кроме всего прочего, для гостей выступала мужская хоровая капелла «Илли». Посмотреть на историческое наследие региона выстроилась целая очередь. Среди интересующихся чеченской культурой были и чиновники из соседних регионов. Больше всего мне нравится творчество музыкантов, потому что это создает определенный фон. Когда ты это смотришь, представители народных ремесел, а сопровождается это все традиционной музыкой. Это очень приятно и создается особая атмосфера. Первый день фестиваля завершился вечерним гала-концертом на Крепостной горе. Чеченскую Республику представил легендарный коллектив Государственного академического ансамбля танца «Войнах».
Второй день фестиваля оказался не менее интересным, чем первый. Спортивная программа насчитывала 11 основных видов. В соревнованиях на перетягивание каната чеченские атлеты не оставили шанса на победу никому. Чтобы поддержать спортсменов, на фестиваль приехал министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. У нас в Чеченской Республике принимает участие порядка 70 человек. Представляем все 11 видов спорта. У нас очень достойные ребята сегодня приехали выступать и показывают достойные результаты. Но без сложностей не бывает. Спорим с судьями, организаторами, добиваемся честности. И то, что сегодня показывает дух наши спортсмены, это дорогого стоит. Один из фаворитов по гиревому спорту – Мовсар Сулейманов. Недавно он вернулся с чемпионата мира, который проходил в Узбекистане. Там он забрал 2 золотые медали в 2 дисциплинах – толчок и двоеборье, в сумме установив новый мировой рекорд – 246 баллов. Фестиваль у нас уже наш вид гиревой спорт включен уже 3-й год. Первый раз было в Крыму, в прошлом году в Грозном. Мы уверенно выиграли свой вид. И вот сейчас приехали тоже с настроем выиграть. Вот я только что закончил свою весовую категорию, я выиграл с хорошим отрывом. Конец фестиваля ознаменован объявлением победителей и призеров. По итогам Чеченская Республика забрала 3 золота и серебра, заняв тем самым 2-е место в общекомандном зачете спортивной программы. На площадке переплетались культура и спорт, что создавало уникальные возможности для знакомства с многогранностью народов Юга России. Безусловно, каждая команда стремилась к победе, но главный посыл – это развитие межнациональных связей, сохранение национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепление дружбы и дальнейшего развития теплых отношений народов Юга России. Амина Тупилагова, Харун Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. На мемориальном комплексе «Славы» дали старт автопробегу «От героя к герою». В мероприятии, организованном ветеранами афганской войны, приняли участие заслуженные отставники группы советских войск в Германии, а также сотрудники МВД и Росгвардии. Событие посвящено герою России Ахмату Хаджи Кадырову и офицеру управления «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России, погибшему при освобождении заложников во время терактов в Беслане. В республике набирает популярность безналичная оплата проезда в общественном транспорте. Для удобства жителей установлены терминалы. Это значительно упрощает порядок предоставления услуг и повышает комфорт пассажиров. Но главное в этой цифровизации – это акция от платежной системы «Мир». Она предполагает с 1 сентября скидку 6 рублей за проезд в столичном транспорте при оплате картой «Мир». Репортаж Адама Магомедова. Скидка в 6 рублей для тех, кто платит картой «Мир» за проезд. С 1 сентября национальной платежной системой запущена акция, благодаря которой можно экономить на поездках в общественном транспорте Грозного. Чтобы поездка обошлась дешевле на 6 рублей, достаточно приложить свою пластиковую карту «Мир» к терминалу для приема банковских карт. Это поможет не только существенно сократить затраты на транспорт, но и время обслуживания пассажира. Это для меня лучше, так как не всегда удобно носить наличку, монеты. Картой удобнее, просто приложил и оплатил. Оплатить проезд со скидкой в 6 рублей можно не только с помощью пластиковой карты «Мир», но и ее электронной версии. Для этого необходимо загрузить карту на мобильное устройство на базе Android в один из мобильных платежных сервисов «Мир Pay» или Samsung Pay. А для оплаты проезда нужно будет приложить телефон со включенной функцией бесконтактной оплаты к терминалу до подтверждения операции. Если так случилось, что у вас нет карты «Мир» на пластике, вам не обязательно посещать отделение вашего банка. Сейчас вы можете удаленно дома через мобильные банки выпустить виртуальные карты. Такие сервисы предлагают многие банки в России. И буквально за несколько кликов, выпустив карту, привязать ее в мобильное приложение «Мир Pay» или Samsung Pay. И через несколько минут уже возможно оплачивать проезд со скидкой.
Акция является большим плюсом для каждого, кто пользуется общественным транспортом, в частности для школьников и студентов, ведь учебный год уже начался. Предложением со скидкой на проезд можно будет воспользоваться до 31 декабря этого года во всех автобусах Грозного, где есть терминалы для бесконтактной оплаты. На данный момент в республике около 150 транспортных средств оборудованы валидаторами для безналичной оплаты, но к концу года их количество увеличится вдвое. Адам Магомедов, Сайдалием Пукаев, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события, и еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.